Прадукцыя беларускага расследавальніцкага цэнтру для Белсат ТВ. Грошай усё не хапала, а цяпер іх столькі, што аж невядома, куды іх дзяваць. Такая сітуацыя назіраецца зараз у беларускім фінансавым сектары. Але ці надоўга? Чаму это адбываецца і як усё гэта будзе адбівацца на нашых з вами гаманцах? В эфіры перадача «Экономика с Чалым». З вами уласна Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Ни один кризис не должен пройти без пользы для улучшения долгосрочных перспектив экономического роста. Вместо того, чтобы ругать развитые страны за то, что они денег напечатали, нужно было бы им поблагодарить. И вместо того, чтобы увеличивать кредитование реального сектора, они предлагают эти деньги Нацбанку, а он не берет. Люди забирают этот материнский капитал, потому что боятся, что держава его потратит на вот такие дожинки. Да, именно так. Традыцыйна мы пачынаем з рубрыкі «Навіны з палёў», але сёння зробім крыху інакш і пачнем з канцэптуальнага, бо гэтае канцэптуальнае, яно сенсацыйнае, даволі таки. Ну, на самом деле, да. Речь идет о новом прогнозе Всемирного банка. Значит, они с весны, был предыдущий их прогноз перспектив, значит, оценки 2021 года и перспектив 2022-2023 года, сейчас осенняя оценка. Вот, и там близкий к рекордному пересмотр прогнозов белорусской экономики на следующий год. То есть измена? Думали, да. Что думали, а что зараз думается? Значит, на 4,7% пункта понизили, на самом деле, прогноз. Ну и радикально понизили до минус 2,8% перспективы, ну, то есть уже не роста, спада на следующий год. И еще один важный фактор, который присутствует, вот мне очень понравился в этом прогнозе. Есть очень такая известная фраза политиков на Западе, отношение к кризису, о том, что нельга дазволіць сур'ёзнаму крызісу прайсці бясследна. Ни один кризис не должен пройти без пользы для улучшения долгосрочных перспектив экономического роста. И вот как раз-таки именно про это говорится очень многое, что, значит, большие программы бюджетной поддержки, ну, частично же она и в Беларуси тоже была, пускай и существенно меньше в процентном отношении. Ну, для державных предприятий. Да, главным образом. И вот это как раз очень важный фактор. Они говорят, что очень важно, чтобы дизайн этих программ был таков, чтобы эта конкурентоспособность экономики в долгосрочной перспективе улучшалась. Все ж таки дать по мерти самым нежицездольным. Вот, да, чтобы работала вот эта знаменитая шумпетерская creative destruction, да, творческое разрушение. То есть речь идет о чем? Что они говорят, при этом видно, что страны, которые изначально имели более конкурентные рынки, они гораздо лучше воспользовались вот такого рода программами помощи. Напротив, в странах, где доля государственного сектора была велика, значит, результатом такого рода помощи было чаще всего то, что страдали больше всего частные жизнеспособные компании, крупные государственные, которые и так были неэффективны, получали эту помощь. То есть распределение ресурсов было неверным. Раз. А второе, это то, что, еще раз говорю, почему они говорят о дизайне рынков. Не может работать нормальная рыночная система, если у вас работа рынка искажена сознательно различными регулятивными вещами, в том числе один из важнейших которых – это вот ценовой контроль, который сейчас повсеместно у нас существует, вводится, расширяется, продолжается и так далее. Цена не работает как экономический сигнал, куда нужно направлять средства. Вот. И, судя по всему, мы понимаем, что политика такова, что, как сказать, общий тренд у нас – на то, чтобы расширять перспективы этого ценового контроля. Довольно сильно было растиражировано выступление Лукашенко на собрании Белкомсоюза белорусского, где он как раз говорил о том, что как же с этой инфляцией нам фактически подгадили развитые страны. Что вот они поддерживали свою собственную экономику, а как? Вот напечатав, значит, долларов, вот она, типа, инфляция к нам и приходит. Значит, здесь есть на самом деле как бы доля правды, но и большая доля неправды. Во-первых, что прежде всего нужно понимать, что если бы не было вот этих программ
помощи национальным экономикам в развитых странах, вот то самое печатывание денег, то не было бы такого бурного восстановления этих экономик сейчас, не было бы такого внешнего спроса на продукцию, которую мы сейчас экспортируем. То есть не было бы вот того самого золотого дождя, да, экспортного чуда, про который мы говорим. Побочным результатом, конечно, такого бурного роста является ускорение инфляции. Вот. И еще раз, в первую очередь, вместо того, чтобы ругать развитые страны за то, что они денег напечатали, нужно было бы поблагодарить, потому что иначе бы экономическая ситуация в Беларуси была бы существенно хуже. Постепенно начинает складываться консенсус, что внутри страны, что у зарубежных экспертов, и по отчету Мирового банка это видно, то есть они дают динамику, самый такой показательный индикатор – это индекс PMI, индекс менеджеров по закупкам. Что они думают относительно того, что будет с будущим экономическим ростом. И видно, что он где-то с лета, что в мире, что в еврозоне, да, что вот в нашем регионе, он уже начинает загибаться постепенно к 50, то бишь от разгона экономики к постепенному торможению ее. И внутри, на самом деле, страны, да, если смотреть вот некий аналог вот этих вот индекса менеджеров по закупкам, данные экспресс-конъюнктуры опросов, которые делает Национальный банк. И там видно, что точно так же вот с лета, да, оценка текущего положения и оценка будущего спроса, ну и, соответственно, оценка перспектив динамики промышленности, потому что она была главным драйвером экономического роста сейчас, да, то есть она вот мало того, что уже давно загибается, но снова приближается вот к этим нулевым оценкам. То бишь вот какого-то внешнего драйвера не ожидается ни Мировым банком, ни специалистами внутри страны. Главный же феномен вот такой очень необычный, про который мы говорим, да, это то, что улучшение перспектив белорусской экономики в этом году, и который признал на самом деле Мировой банк, они же повысили прогноз довольно существенно по итогам этого года, это все результат целиком внешних спецэффектов. Напротив, внутри страны мы имеем, и это действительно удивительный феномен, да, мы имеем инвестиционную рецессию полноценную. То есть инвестиции в основной капитал отрицательной величине находятся. Вот. И это очень странно на самом деле. Больше того, прогноз Мирового банка таков, что следующий год приведет к еще более серьезному падению инвестиций. Несмотря на все разговоры там про запуск инвестиционного цикла и так далее. То есть, если этот год они планируют минус 2%, то следующий минус 9,8%. А инвестиции в основной капитал. Да, это очень серьезное сокращение. От уже сёлетнего уже падения. Именно так, да. И как раз-таки вопрос, что же происходит с инвестициями, мне кажется абсолютно ключевой для понимания того, где мы оказались. Потому что мы же видим, что в действительности, скажем, рост валютных поступлений, приводящий к тому, что Нацбанк фактически выкупает сейчас валюту у предприятий, у населения, да, с рынка, то бишь он же фактически тем самым, он же за рубли ее покупает, он улучшает состояние рублевой ликвидности у коммерческих банков. И действительно, последняя динамика, она на самом деле очень интересная. То есть буквально мы же помним, что когда-то Нацбанк специально зажимал предоставление ликвидности. Он с конца второй половины августа прекратил вообще двусторонние операции. Чтобы рубль не обвалился. Да. И фактически он говорил, идите, кому надо, идите на межбанк. И там действительно на межбанке, значит, процентные ставки были довольно высокие, и межбанк какое-то время даже работал. То есть вот до лета этого года, значит, так сказать, банки активно пользовались вот этими операциями торговли между собой. Сейчас ситуация такова, что и процентные ставки по вот этим вот однодневным, овернайт кредитам друг другу, значит, то бишь те, у кого деньги есть, делятся с теми, у кого денег нет. Рынок практически умер, то есть оборотов практически нет, и процентные ставки упали до нуля. Это означает, что все меньше на рынке банков, которым деньги нужны прямо вот так вот срочно. Рублей хватает. Второе, это то, что Нацбанк, он после очень-очень большого перерыва вернулся к проведению аукционов не только по продаже рублей, но и покупке рублей у банков. И теперь он обещает это делать еженедельно. И что интересно, если раньше, помнишь, какая была ситуация? Банки в очередь выстраивались за этими деньгами, а Нацбанк, напротив, удовлетворял только где-то 10-ю часть. А сейчас, 6 октября, когда должны были произойти 2 аукциона, один просто не состоялся по продаже рублей. Заявок не было. То есть банкам денег Нацбанка не нужны. Второй аукцион – это был аукцион, по которому банки предлагали на самом деле Нацбанку деньги. И пока еще банки не очень понимают, каков ориентир ценовой. Но Нацбанк его
задал по 3,25% на 7 дней. Вот. Значит, тоже всего лишь удовлетворив на самом деле только часть предложения. То есть не захотел брать больше. Вот. Банки кажуть, Нацбанк, на тебе рублі, у нас їх занадто шмат. Їм кажуть, то есть криху ситуация возьму, але не поменялась радикально. Да? То есть, еще раз говорю, вот это вот улучшение макроэкономической ситуации, пришедшее извне, привело, помимо фактически воли самого Нацбанка, к улучшению ситуации ликвидности в коммерческих банках. И что начинают делать эти коммерческие банки? Они вместо того, чтобы увеличивать кредитование реального сектора, они предлагают эти деньги Нацбанку, а он не берет. Что это может означать? Что, в общем, что-то, наверное, не очень хорошо в белорусской экономике, что не очень-то растет спрос, настоящий платежеспособный спрос на кредиты у бизнеса, и сами банки не могут найти нормальных заемщиков для того, чтобы быть уверенным, что эти инвестиционные проекты будут окупаемы и деньги вернутся. В момент, когда ликвидности не хватало, она маскировала то, что в действительности с реальным сектором экономики по-прежнему все плохо. Мы могли приписывать плохое состояние инвестиций тому, что просто денег нет. Но теперь эта отмазка уже не катит, понимаешь? Гроши есть, Совершенно верно. а инвестиции все равно. Да. Представь себе, каковы же должны быть мысли властей, да, если они говорят, если даже сейчас инвестиции в минусе, в самой благоприятной ситуации, что же будет, когда в следующем году ситуация ухудшится и в силу того, что и мировой рост замедлится, и в силу того, что наши специфические особенности, да, санкции начнут работать. Что делать в этой ситуации? То есть, сидеть спокойно ждать спада, ухудшения рецессии и ухудшения положения уже в данном случае не только в реальном выражении, но и в абсолютном выражении благосостояние населения, не хочется, правда? Логика властей такова. Они видят, что рыночные механизмы не работают, значит, их нужно замещать директивными. Примусить. Абсолютно точно. И как это они планируют делать? У нас, говорят они, специальный есть механизм, созданный для того, чтобы заниматься государственными инвестициями. Это Банк развития. Соответственно, значит, нужно каким-то образом накачать его ресурсами, а он уже дальше будет сам решать, куда вкладываться вот в это самое развитие. И под это готовится законопроект. Во втором чтении уже принят на первый день как раз заседания Палаты представителей. Он называется «Об изменении закона по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов и депозитов». То есть предусматривается возможность размещать временно свободные средства в облигации Банка развития. При тым, что задача этих сродкаў по гарантии вкладов и быть постоянно свободными. Да, на случай, если они вдруг внезапно понадобятся. Идея в самом початку увогуле это была неких международных кредиторов, я уже не памятаю, ці то МВФ, ці то ЕФСР, що вони кажуть, що перестаньте примушати комерційні банки кредитувати, кого не треба, створиться банк развития. Но весь сенс был в тим, що у этого банка развития повинні бути обмежовані сродки там певними механизмами. Вот. И он только с этих обмежованных сродков, когда они з'являются лишние, уже повинен вращать. Вот о чем шла речь. Предполагалось, что, то есть идея была какая? Хотите инвестировать в государство? Пожалуйста. У вас есть бюджет, у вас для этого... То есть профицит? Да, пожалуйста. Но только в рамках этого. И обещайте, что вы постепенно будете сводить эту активность к минимуму. Здесь же история совсем другая. Он становится, по сути дела, начинает работать как полноценный банк. Единственное, что не имеет физических своих клиентов, да, вкладчиков. То есть он может привлекать с рынка деньги и размещать их по своему усмотрению. То есть это средства, не ограниченные средством бюджета. И это совершенно другая история. Изначально, еще раз говорю, Банк развития затеивался вовсе не для того, чтобы там всерьез получать отдачу от своих инвестиций. Да? То есть это должны были быть долгосрочные, чаще всего инфраструктурные вложения, которые бы приносили, по идее, пользу, улучшая климат для всей остальной экономики. То, что апошнія годы, до речі, робив Сусветный банк, Европейский банк, вот эти все дороги, очистка воды. Да, совершенно верно. Размещение средств, которые внезапно могут понадобиться, в инструменты долговые банка, которые вкладываются в очень долгие проекты, с, в общем, необязательной там, положительной доходностью, само по себе довольно опасно с точки зрения и возможных разрывов ликвидности. То есть средства, которые понадобятся, не так легко их вынуть, потому что проекты длинные, и плюс они не всегда должны быть окупаемы. То бок этих грошей уже просто не будет. Вот этого резерва на компенсацию укладчикам на выпадок, коли крахне некий банк, его уже не будет, уже коли там знойдутся в бюджете гроши, коли уряд захочет эти гроши заплатить. Так вот в этом же главный вопрос. То есть смысл в чем? Что
все равно возвращаемся противоракетным зигзагом в необходимость использования бюджетных средств. Невозможно путем вот этой вот финансовой инженерии изменить базовую вещь, что в конечном счете любая вот такая вот идея государственных инвестиций, вложений не туда, где есть нормальная рыночная доходность, а туда, куда хочет государство, она все равно обязательно будет создавать риски для бюджета. Либо сразу, либо вот через проблемы Банка развития, которому все равно, это же понятно, почему у него рейтинг такой же, как суверенный, потому что все равно придется помогать государственными средствами. Вот. Так вот, а теперь важный момент. Уже ведь есть же трек-рекорд у Банка развития, как он распоряжается этими средствами. Вот. И в данном случае я говорю о том, как помнишь, идея была Сергея Николаевича Румаса еще, когда он возглавлял Банк развития, а затем, когда он уже был премьером, значит, он свою эту идею развил и продлил. Это идея семейного капитала, как ты помнишь, значит, которым на самом деле он передается в управление этому самому Банку развития. Так вот, в чем идея была этого самого семейного капитала? То есть государство открывает счет, сначала это было 10 тысяч долларов, теперь он открывается с начала 2000 года в рублях, там в эквиваленте, там было 22 тысячи рублей, но сейчас постепенно, как сказать, в долларовом эквиваленте это уже меньше, чем 10 тысяч долларов. И мало того, что с начала 2020 года теперь новые счета открываются в рублях, появилась возможность использовать эти средства досрочно. И раньше была там в форс-мажорных обстоятельствах на медицинские услуги, сейчас появилась возможность на образование и покупку недвижимости, если ты находишься вот в этом вот списке нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вот. И это интересный нюанс. Так вот, когда такая возможность появилась, то есть за первые там, 6 месяцев, половину 2020 года, только где-то около 20% воспользовались вот этой вот возможностью. Думали, лепш хай гроши лежать, будут Да, детям. довольно малое количество На подъем, институт. да, людей. И потом, в 2021 году, эта тенденция резко ускорилась. То есть, если на середину года уже там около трети, то сейчас, к октябрю, то есть эта доля начинает превышать 40%, там, приближаться к половине. А насколько вот этим самым сохранности этих счетов, да, выделенных в белорусских рублях, доверяет население, что по истечении там, 18 лет что-то от них останется? И, судя по всему, нет, потому что вынимает. И куда используют? И ведь мы же знаем, что и ранее поведение населения было каково, да? Снятые вклады шли. Единственный вариант, куда они рассматривали возможности хоть как-то сохранить, это покупка недвижимости. Ровно этот же тренд и здесь происходит. А что с этими грошима робить, коли их не забрать? Что Так, а вот это же самое интересное, потому что есть же уже, то есть это же давно существует эта программа, у нас уже есть примеры того, можем смотреть, куда Банк развития использовал средства, отдаваемые в управление. Так вот, значит, была покупка 3 новых самолетов для Белавия. Значит, было участие в реконструкции взлетно-посадочной полосы, в строительство дорожной инфраструктуры, модернизация, там КАТ-2. Вот. И особенно интересно это финансирование по проведению вторых европейских этих спортивных игр. Ну, люди забирают этот материнский капитал, потому что боятся, что держава его потратит на вот такие дожинки. Да, именно так. И есть довольно высокая вероятность того, что и средства, которые будут, по идее, должны были бы идти на государственные инвестиции, будут потрачены ровно так же. Получается так, что даже когда государство рассказывает всем, что вот сейчас-то мы эти средства направим на то, чтобы заработать и приумножить, все равно мы видим, куда эти деньги направляются, мы видим, что никто не хочет, чтобы, значит, государству давать такую возможность эти средства поручать. Давайте мы сами их заберем, давайте мы сами хоть как-то их сохраним, чем надеяться на то, что эти самые государственные инвестиции какую-то пользу принесут. И это о чем говорит? Это говорит о том, что вот это неверие в долгосрочные перспективы белорусской экономики в том числе является важным фактором того, что рецессия, в общем, она неизбежна, и как бы справиться с ней вот такими паллиативными методами не получится. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалом», подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. с вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До сустрэчы. Всего доброго. Гэтая праграма была створана беларускім расследавальніцкім цэнтрам для Белсат ТВ.